Уважаемые гости, Хатлы и Герсен, сегодня в залах Чувашского государственного художественного музея мы открываем уникальную выставку одного из самых почтенных живописцев нашей республики, посвященную 80-летию со дня рождения, персональную выставку Геннадия Ильича Исаева. На этой выставке представлено около 400 живописных произведений. Более. Ну, около. 415. Спасибо, Майя Андреевна. Как скромно называет автор свои произведения, этюды. Но я должен заметить, что на данной выставке любой из этюдов, несмотря на свой формат, претендует на большое живописное произведение по своему композиционному, колористическому решению и по своему состоянию, по проникновению и духовному по своему состоянию. Проходя по залам Чувашского государственного художественного музея, вот по периметру, где представлена данная выставка, можно прочувствовать ту позитивную ауру, которую автор вкладывал в свои произведения. Я думаю, что об этом чуть позже скажут в дальнейшем ораторы, аксакалы, люди, которые понимают в искусстве, понимают в живописи, вплоть до мельчайших деталей. Вот. Сейчас я хочу предоставить слово заместителю министра культуры по делам национальности, информационной политики и архивного дела Чувашской республики Краснову Михаилу Николаевичу. Пожалуйста, Михаил Николаевич. Хизепля Таванзе, Литаште, Хизепля Геннадий Ильич. Паевича невестия Шак Геннадий Ильич, Тенчине Казию Кремер. Харакулдеринге Шак Монашна музее, Шагире Монашна Выска Ужевна. Ежесем Пирен Чаваш Тенчине Ужемах Тарна Гадараща. Пирен Тораксене, Пирен Вармазене, Пирен Уйзене, Пирен Ширмашатарзене. Ежесем Ченевестия Пирен Тавралаха, Пирен Чаваш Республикине Юратма, Шама Аланзарине Шагире Полужаща. Паллах вот художник Тавра Курмзенгет. Вол Хой Кушбе Курза, Хой Черебе Туйза, Шав Шувыждене, Вол Варак Паллах, Шав Эшине Кужарна. Шамада Пирен Геннадий Ильича, Чаваш Республикине культура, национальная жизнь, информация политики, тогда архив жизнь, министерство Джибе, Чунджерин, сам Москве, Геннадий Ильича, тогда пойдем, Джуниор еще Юраган Шинзине, Малашине, Урлысовых, Телес Москве, Сюрихаль Выска Шагире, Иелю Ватра, Ужевже. Культурной жизни Чувашии. С праздником вас! Спасибо, Михаил Николаевич. Слово предоставляется председателю управления Союза художников Чувашии, народному художнику России Федорову Григорию Федоровичу. Расскажи с самого начала, это сюжеты, потом, если позволит аудитория, несколько слов о вашем творчестве, о вас. Скажем. Перед Новым годом у нас каждый год такое обилие праздников, связанных с творчеством, именами наших художников. Сегодня у нас юбиляр Геннадий Ильич. Тут аудитория такая, и друзья, и молодые тарования, которые пришли на это событие, торжество. Хорошо, наверное, представляют имя художника Геннадия Ильича. Так, дело в том, что те ребята, художники, которые закончили художественное училище, наша альма-матера, это в середине прошедшего века,
Это было удивительное само по себе время, которое определяло перспективы, ориентиры до конца этого века, прошедшего века. И люди были настроены все-таки увидеть в художественном творчестве, в целом культуре, духовности, нечто новое. Пришли шестидесятники, художники, московская группа художников и другие, которые начали, собственно говоря, внести определенные коррективы в художественной жизни. Геннадий Ильич удивительный самый аккумулятор видения всего этого прошедшего в историческом плане. И конкретно там, где он жил, это он фиксировал как удивительный, тонкий наблюдатель, художник. И поэтому его вещи, которые мы сегодня рассматриваем, они связаны именно вот этой тихой природой. Он не шагнул за шестидесятниками, хотя много они внесли в духовную и культурную жизнь. И поэтому его творчество тем ценно, тем, что он сам собой остался, в том контексте, как душа человека настроена к действительности. И надо отдать еще тому времени, в котором пребывал, сформировал свое творчество и свой высокий имидж художника Геннадий Ильич. В том, у него были рядом удивительные друзья, учителя, которые действительно могли в определенной степени ориентировать его именно в том, что ли, контексте, как он видит действительно сам художник. Но назову Юрий Антон, Юрий Васильевич Самин. Да. Зайцева. Зайцев – это действительно и начало века, и конец, середине века представлял наше искусство достаточно емко, достаточно своеобразно, своим видением всего происходящего. Он, конечно, мог быть таким учителем для Геннадия Ильича. И второе, кроме того, в Москве у нас проживал длительное время, переезжал, организовал потом последующий ряд выставок Дмитров Иван Васильевич. Вот эти два художника настолько на него оказывали, не будем говорить стандартное трафаретное слово, влияние. Они, по сути дела, перекидывали мост от одного к другому, как равноправные, может, художники, каждый по-своему. Там Дмитриева одно, удивительный собственный мир. Хотя он сидел в Москве, видел нашу самую почву, нашу землю, на чем мы стоим, достаточно как емко. А Геннадий Ильич, собственно говоря, вот тоже стал своеобразным вот таким певцом, как писатели, деревенщиками их называли в свое время, Астафьев, Распутин, Белов, много Тендряков, можно их назвать, они ведь тоже сильно оказывали на формирование такого огромной сферы деятельности культуры в свое время. И вот это все дает право говорить, что Геннадий Ильич вобрал, будем говорить исторически сегодня, то ценное, которое является действительно незыблемым звеном нашей жизни, нашей творческой деятельности, нашей творческой организации. В окружении друзей, в окружении близких он создал свой мир. Вот о чем говорили, видимо, будут говорить, действительно в его вещах негромких есть мир, открытый для нас с вами. И мне кажется, там есть к чему исповедовать. Я ограничусь на этом, видимо, искусствовед еще скажет более пространно и более, может быть, те скрытые от простого взора искусства большого мастера. Вот поздравляю, Геннадий Ильич, вас, этот прекрасный день. Естественно, хотелось бы пожелать вам вот ту энергию, которую вы сами несли эти годы, сохранились и приумножали уже зрелым, как маэстро своих с высоты большого мастера. Поздравляю, желаю благополучия и здоровья. Спасибо. Спасибо, Игорь Федорович. Поздравить юбиляра пришло, можно сказать, все
в руководство гуманитарного института. Я приглашаю директора гуманитарного института, искусствоведа Юрия Васильевича Викторова и всех представителей, Алексей Александрович Трофимов, доктор искусствоведения, пришли поздравить юбиляра. Пожалуйста, прошу вас. Ну, Алексей Александрович начнет или директор? Валерий Сергеевич. Наверное, он начнет. Он со светом. Добрый день, дорогие поклонники искусства, поклонники творения Геннадия Ильича. Совсем недавно мы встретились с одним человеком, Волковым Геннадием Никандровичем, который отлично знает художника, но не в связи с нашей встречей, не в связи с искусством Геннадия Ильича. Он говорит: знаете, говорит, 20 век длинный, сложный в развитии человечества. Такого века, такой эпохи не было. Это самый страшный, но в то же время самый красивый, самая счастливая эпоха. Не только потому, что там, в той эпохе я родился. Но, говорит, я от него уходить не собираюсь. От него уходить, от того века я не могу. Не только потому, что я там родился, только потому, там, говорит, моя жизнь, мое творение, моя работа, там, говорит, моя семья, дети, там, говорит, есть начало будущего, там начало 21 века. Вот этим я хочу сказать, Геннадий Ильич, 75 лет там, в той эпохе, я эпохой называю, 5 лет здесь, в 21 веке, человек и душ оттуда. И здесь Леонид Федорович подчеркнул учителей. Я помню еще другой момент, когда мы сидели в мастерской Петра Гавриловича Кипарисова в Ленинграде еще тогда, не Санкт-Петербург, вспоминали, говорили. Потом и здесь, когда мы встретились, это, видимо, где-то несколько лет тому назад, всего лишь, как он мне рассказывал, как он писал свою работу дипломную, как ходил, проходил по залам Петр Гаврилович. Я помню вот этот разговор, но обо всем этом сейчас, видимо, это не доклад, я не стану рассказывать, этого все, я думаю, вы знаете, если не знаете, будете знать. Мне хочется отметить, художник, который видит, который любит, и не только, который понимает свой народ, создает образы создает своей природы, республики, земли, образы людей. Это тот, который предан. Это художник, это творитель. Во многих работах, когда вот был у меня Геннадий Ильич вот 2 дня тому назад, мы с ним даже стояли вдвоем в помещении. Я говорю: Геннадий Ильич, я, честное слово, первый раз вижу вот эту работу, какая философия. Очень просто, без никаких кривлений он создает вот такой образ, философии где. И здесь опять-таки я повторяю, вернее не повторяю, отмечаю вот эту преданность земли, преданность своей профессии, где-то спокойно, где-то
даже может быть слишком спокойно. Вот в этом спокойствии есть монолитность. Он там, в том пейзаже, вот эта земля, идущая, извините, идущая, или же с древнейших времен, он так видит, так он преподносит, вот это он знает. Геннадий Ильич, вам большое спасибо за 75 лет той эпохи, вам большое спасибо за то, что вы здесь в этом веке 5 лет, и этот 21 век длинный. И вы, вернее, мне очень хочется, или же, вернее, мы хотим, чтобы вы жили долго. У вас есть здоровье, я вас вижу частенько, как вы гуляете там, вернее, где вы живете, где центр этой столицы, и все это дает вам силу, и очень уж хочется, чтобы у вас было красивое здоровье, красивее я имею в виду, красивое, а ваше творчество будет жить долго, и если уж честно, Майя Андреевна, уж извините, честное слово, я не видел его в таком понимании, как сегодня. Ну, несколько работ, может 20, может чуть-чуть побольше. Сегодня я первый раз стою перед ним, первый я стою перед его творчеством. Это Геннадий Ильич. Это творчество, это искусство настоящее, красивое. Казалось бы, по формату, по размеру, ну небольшая работа, но там внутри это жизнь. Жизнь того народа, откуда он сам является представителем этого народа. И вот мы решили прийти к вам сюда на выставку по приглашению. Представители нашего института решили, лучше света, наверное, нету ничего. Если есть свет, мы будем жить. Примите же, пожалуйста, от наших сотрудников. Я, наверное, опять возвращаю к нашему директору Олесю Сергеевичу. Желаю творческого долголетия. Доброго здоровья. И пусть всегда же свет озаряет вашу жизнь. Вот перед вами сейчас великолепно выступил глыба чувашского искусствоведения Алексей Александрович Трофимов, доктор. И вот он, встречая свой 70-летний юбилей, это было в начале нынешнего года, подготовил великолепный труд. Называется «Искусство. Избранные труды». Фундаментальная работа. И вот мы, посовещавшись в дирекции, сегодня решили, что у Геннадия Ильича, живущего на пенсии, должна быть своя библиотека. Книги дорогие, работы не очень покупаются. Я не знаю, может быть, вы даже не продаете, потому что настолько ваши работы ценны будут, и, может быть, со временем будет музей Геннадия Ильича Исаева. Так, это вот от Алексея Александровича. Далее, коллективный труд наших ученых Чувашского государственного института гуманитарных наук. Здесь в основном труды научных сотрудников отдела искусствоведения. Мы решили, что художественную культуру Чувашии надо отразить по десятилетиям. Вот это вот 20 век, 20-е годы. Пожалуйста. Так, сейчас минуточку. У нас у всех есть мама. И вот автор великолепного памятника матери находится сегодня с нами, Владимир Нагорнов. А написала эту книгу, великолепную книгу-альбом, наша сотрудница Антонина Ильинична Мордвинова. Теперь в Чувашии издается серия «Замечательные люди Чувашии».
Это как ЖЗЛ, «Жизнь замечательных людей». Вышло 4 книги. Первая книга была посвящена Бичурину, вторая книга Яковлеву, третья книга архитектору Егорову и четвертая книга, недавно вышедшая, вот, презентация состоялась совсем недавно, 16-го, это Илья Николаевич Юрьев, художник и время. Пожалуйста, примите, пусть эта библиотека обогащает ваше наследие. И я, как земляк, желаю вам огромного успеха. Горжусь вами, горжусь, что я тоже родился на Мариинско-Посадской земле. Спасибо. Огромное спасибо Гуманитарному институту. Сейчас слово предоставляется председателю Союза чувашских художников, заслуженному художнику России, народному художнику Чувашии Виталию Петровичу. Президент Геннадий Ильич, дорогой, уважаемый Геннадий Ильич, на высоте этих лет мы поднимаемся вместе, с юношеских лет знаем друг друга, учились в одной школе, поэтому мне и легко, и в то же время, конечно, как в всяком сложном творчестве, наверное, достаточно трудно говорить, но те слова, которые сейчас хочется произнести, они слова благодарности за немногим 100 лет рисования Чувашии лика своей родины. Чувашии в светском искусстве немногим 100 лет, только мы еще рисуем. И портрета нашего человека, конечно же, мы, наверное, не все еще успели сказать. И вряд ли эта тема исчерпаема, но в то же время гений артиста, гений художника старается охватить всю искренность и любовь, данную ему природой, и преподнести народу. Поэтому творчество твое, наверное, одно из граней воспевания нашей любимой страны. Лично я, вот глядя на эти работы, снова я мальчик, снова я в лаптях, снова я, наверное, в кирзовом сапоге, иду в школу. И это и волнует, и вызывает огромное чувство уважения, что мы оставляем память наших чувств. Это не просто память нарисованной ситуации, а это память чувства. Здесь много искреннего, пережитого. И это было сделано, сейчас мы тому еще благодарны, не навязчивым чувством что-то вот привить кому-то или что-то. Это было сказано самому себе. Это называется лирика. Это очень лирическая выставка, которую мы с огромным воодушевлением снова и снова смотрим. Мы благодарны Союзу чувашских художников, благодарны еще те как личности, которые воспринимают нас, чтит нас, не отделяет нас. И мы, глядя на наших мастеров, которые старше нас, чувствуем, что мы единая школа, единое устремление. Поэтому прими наш искренний поклон, желание здоровья, и пусть эти цветы будут знаком нашего к тебе уважения и почитания. Перед тем, как предоставить ответное слово виновнику торжества, слово предоставляется члену Совета старейшин Анатолию Кибечу. Землячий, что еще хочет сказать? Районы, главной родины еще представляют. Вы знаете, желающих выступить будет предельно много. После официальной церемонии у нас будет
Еще одна часть. Эбир ваттизен канажинче пырле, нация конгрессы чуминче ваттизен канажы бол, эбрана ергеленем бе, агагали бир пырле, вол пирин чи шанчыкла, чи осла, пире вренце пыраган, ну, чувашла шурсугал буладинде, это халыкса мурхла галаще, и бір шаблак калы бар, вол үнержігін амар, вол обществора чувашлых, чуваш пурны жинже, каламажу, пызык, патыр зинчен при. Еп Аллах шакна галашын. Еп Ревель Федорович Попитях килишместеп, ол галать мускавра дит, пурн задит, чувашлыға герзедит, чамбек дит, он бек пулмабылдырай машывал. Мускавра бурнзаликшанда чуваш чунне лайық легеген не была думажу. Вол хой утса духны шак шырзымдыры, шак ширмазымдыры, шарран утса жүрене. Вол унда пурынна, унда вол курна, унда вол хой шанда пырле шипсинзаларна вол шак чуваш тенчи. Шамбек шингына чуваш чунне кускадаган үнережі дума булдарат. Эп шабланна надо бебна. Шаун бадан вол чынны бехте чи халық үнержи, чи халыға шивық үнержи, халық чунне туйымне лайық ыннанаган үнержи бүлдесеп шамбек шутлады. Бесірманға келешедері, елдері шутлады. Кетер шутлады. Вот шамба. Шамба да калиберна шабла. Малдан наци конгресін хизеп хутне тытарға. Бұлазы бар да, бұлазы бар. Хизеп худе. Чуважа адалдырастырышпе тавативиште септунышын Геннадий Ильич Исаева. Тогда теперь не барар боль. Кунда ибер варашапла жерде бар Никифор Егорович. Чувашқалықын бұлдарулы өвіліне Геннадий Исаева Чувашқалыға парынса өнережінше пызық шекінізем туынышын, чундан черерен табыдыза, шеріп сыйлық, тада варымемір сұнса, азанмалық ватызен кадашынчен түрсік шеті бұл. Видите, шот шыркері. Иксі маққалада. Малдан жемлесі қылады. Абла болса сын. Еп екенде деға, еп жемлесі сұрада, как медреде. Это заместитель главы Маринско-Посадского района Галина Васильевна. Дорогой наш Геннадий Ильич, вы, конечно, сделали адресную папку, там много теплых слов, но я хочу сказать, будьте здоровы, живите счастливы, как бы, можно сказать, мы вами гордимся, и Алексей Александрович велел передать, что как бы район мы поднимем, и вы тоже, чтобы гордились своим районом. Поздравляю. Очень радуюсь. Я думал, мечтал, чтобы он был там. Передадим, да. Это правление землячества Маринско-Посадского района, уроженцев Маринско-Посадского района Зандерьи. Дорогой Геннадий Ильич, мы от души поздравляем вас с юбилеем и открытием замечательной выставки. Ваши картины прямо радуют и удивляют. Они выполнены с таким талантом, мастерством, что удивляюсь, как это до сих пор немного обделены вы вниманием. Вы показали здесь видение. Ваши глаза, как художника, видят красоту природы. Такие пейзажи, что мы их не замечаем обычно. Но здесь они буквально, так сказать, прям-таки радуют глаз. Дай Бог вам здоровья, чтобы так же продолжать. Наше правление землячества приняло решение наградить вас почетной грамотой. Это здесь герб изображен Маринско-Посадского района. Награждается Геннадий Ильич Исаев, уроженец деревни Оксарина Маринско-Посадского района.
замечательный художник, за большой вклад в развитие чувашского изобразительного искусства и активную работу по художественному и эстетическому воспитанию молодежи. Хочу пожелать творческих удач, творческого долголетия, счастья, мира, любви и благополучия в жизни. Всего доброго. Это Степан Разин, председатель землячества. Kesken galada pişma, İbir savna prezentba, Mohtana prezentba, Toromen jekeldava prezentba, Irlıq, Olzabıdır bornişra, Nomay borun Bileşakınbek savundak. Мне слово благодарности, мне слово благодарности Майе Андреевне за то, что вы вот так нашему коллеге, нашему Аксакалу помогли вот так красиво подать. Тонзем, ода! Полна перенесельцем, улап евер паттарзем, тулах порнач кужисем, чан чаваши щенесем, Тавсана, Тавсана, Геннадий Ильич Тавсана, 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 Геннадий Ильич Тавсана. Esedun üressem, Юлиш халахазенче, Пуштаяйше чвашсем, Үнертенчи уменче, Тавсана, Тавсана, Геннадий Ильич Тавсана, 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 Геннадий Ильич Тавсана. Я хочу несколько слов сказать. Просто хочу поблагодарить Алексея Александровича Трофимова, что впервые за многолетнюю мою работу в музее наконец заметили, как сделана экспозиция. Представьте, когда я начала ходить в мастерскую и работать, это не одна неделя была, там из полок, из углов, из разных уголков мастерской, из чего состоит вообще мастерская художников, вытаскивались кучи, большие, маленькие, средние и совсем миниатюрные работы. И вот эти работы одна за другой просматривались в мастерской и повторялся список, так как делается это всегда. А вот когда сюда привезли работы, я очень благодарна его сыну, Георгию Геннадьевичу, который у нас является главным хранителем, они уже, по крайней мере, успели до моего прихода сюда разложить по годам работы. А что такое экспозиция? Чтобы раскрыть и показать художника. Да, потом по этой экспозиции очень легко писать статьи. Очень легко. Сколько же нами, музейщиками, делается именно этой работы. Разложить работы, перемешать их, но сделать так, чтобы показать на ладошке лицо художника. Спасибо вам большое. Жить вам долго, творить еще столько же и радовать нас своим произведением. Очень спасибо. Спасибо, Марина. Ответное слово предоставляется юбиляру. Геннадий Ильич, пожалуйста, вам слово. Ну, прежде всего, я хотел бы вас всех благодарить за то, что вы пришли. Ну, вкратце говоря, о себе, мечта была. Я вырос, воспитывался на стихах Сесполя. Для меня он был путеводной звездой всегда. И я хотел только какую-то лепту принести для своего народа. Вот вся моя мечта. Я думаю, останутся мои несколько работ, не выбросят, потому что в них есть моя душа.
Спасибо. Спасибо огромное. На этом официальную церемонию открытия выставки позвольте считать закрытой. Сейчас приглашаем вас к знакомству с экспозицией. Спасибо огромное. Какие-то мысли. Можно договориться. Можно договориться. Здесь есть очень хороший район. Дома не будут. Смотри, кто это увидит, вот это, если это в городе. Смотрите. Это... Стена за сидела. Потом мы допили. Здоровье, Раиса, фамилия. Талантливый человек. Всегда не жалеешь хороших слов. Вас приглашаю.
Ты понимаешь, какой ты здесь красивый? Нам что в жизни, а вот Петрович, броски! Ты, по-моему, мелочишься. Карачарсков! Карачарсков! Праздничные угощения воспримем благодарностью, поздравим уважаемого нашего любимого художника. Я горд, что ли, рад, что он в нашем союзе в самые трудные времена нас очень поддерживал и до сих пор продолжает украшать, выступать от нашего союза и представлять нас как один из лучших описателей нашей земли, нашего края. И мы будем сегодня рады быть рядом с ним. Выпьем, поздравим. Самый народный по духу, по мастерству, по сердцу и разуму. приятно, что мой товарищ, который я здесь старше меня, делает отчетную выставку. Он в свое время делал много выставок в сельской местности, с учениками работал. Кинотеатр Родина. Шикарные выставки. Но всегда он как-то чувствовал, что что-то он не договорил, надо что-то поработать, и когда-нибудь я сделаю выставку. И вот выставка получилась столько разнообразных работ, а на первом это все одинаковые, да? Очень разные, нет двух одинаковых этюдов. Колорит сдержанный, вот как сама Чувашия, как песни, как сама культура, сам народ по своему характеру. Сдержанный, плотный, но многоговорящий колорит. И цена его в понимании плотности цвета. А плотности цвета не учат ни в одной академии Европы. Это слова не мои. Это Корнилиус Бабас, есть такой румынский художник. А он постиг Ювертун, Зайцев, постиг Кипарисов. Я тоже постигаю на пути постижения. А мы все друг у друга учились. Я у него, он у меня. Я как-то спросил: Ген, а что ты об моих работах? Ну, назови, какая тебе нравится. Молчит. Он говорит: сказать, лучшая твоя работа — это «Красный домик». Ого, как сам пишет темными, а отметил светлую работу, самую светлую, которую я писал несколько сеансов, сеанса 3-4. И он отметил, как это лучшая работа. Я говорю: а в институте, вот сколько там педагогов, кто там лучший? Мне нравится там молоденький педагог Серов. Он действительно одареннейший живописец. Он его отметил среди всех, хотя там весь Медведев, Вольт Яковлевич, великолепный живописец, потрясающий. Ну, там можно еще. Все они разные. Вот, мы одружили как-то по сходству характера, что ли, скучали о нем, он о нас скучал, ходил к нам в мастерскую, к Карачарскому, ко мне. Мы на празднике, помнишь, приезжали в Q10. Как праздник, куда пойдем? К Исаеву. Берем с собой что-нибудь там, ну. Нет, нормально. И вот собирались, видели, как растут дети. Георгий был маленький, это сейчас он выше всех умер. Дуб. Да. На Киремельце. Вот, маленький, он очень молчаливый, Георгий был, слушал, все
И голос я не слышал. Такой же умный, как он. Видимо, все какие корни, какие они. Мне хочется отметить, вот как сделать было, это очень трудно сделать, это трудно. Работы разные, крупных нету, почти нет. Но в каждой работе есть кусочек чуваши. Кто из нас кто-то сделал чувашу, это чуваши. И Борисов. Вот еще кого-то, Крачатку много. Чувашского портрета, вот пейзаж. У меня, наверное, что-то просто чуть-чуть. Тоже что-то есть, наверное, ну как? Литов, Иван Трофимович Григорьев. Да много-много. А Макаров Василий Макарович. Всех упоминаешь? А что он повернулся к ней? Просто интересно слушайте. Так, юбиляр постиг вершину этого мастерства ежедневной работы. Он не гнушался. Дождик, ты куда идешь? Да идет, в дождик идет, в снег идет. Поэтому они разные эти работы. Все времена года. И наш пейзаж вокруг Чебоксар, это Кудесье, это Марпасадский район. Мы много ходили, много километров. Исходили оврагов, тропинок. Писали. Я учился у него, как он понимает Чувашию, чувашский пейзаж с этими оврагами, родниками и озерами. Мы были и в Чешламе, как это выше Чешламе-то? Чурлема, там прекрасный пейзаж, именно Чувашия. Вот эта выставка дает огромную пищу для искусствоведов, чтобы сделать шикарную книгу. Почему Время пройдет, там закроет? нет книг? Заведение. Большой художник. Не закрывай. Выставки не знают. Надо издавать книги, надо поднимать этот вопрос. Даже тогда, когда нет возможности, нет денег, надо их находить. А я группы не могу. За что пьем? Нет, давай, короче, я не могу. Там налезь, Есть? Поднимайте. Здоровья юбиляра! За творческое долголетие. Я транслирую. За юбиляра! За юбиляра! Бәріне қаласы түргінде бәріне ұлын жылдары Николай Карачарков кезі жылдары манбадонаттардан сайра зараттырып бұлны бұдан да ана бұл транзит тренде Лидия Симгапура. Бұдық татывадыр Геннадий Ильич ойын дуратны боринезіне мана қыдарса сөйленеші. Небір бір-бірінден варенья, барак ебе. Варенья шеспер лишіне ол мілі юратның тұрықта, туан сержылан мілі юратның тұрықта, мәнле шүтсандалығын елеметрикына елесепекеде, мана ол шедерцеде, ивандарда да юратты да біретіне. Ебін бәрігенде азыр безарты, баршықта елі үсен ол қалары. Шагымек ширма пулдарады тұнтық, бұрыстағаны өсене ол чываш Сергей земли юратов за нагаларе. За это стоит пожертвовать чем-то в жизни. Она не вся на мама. Геннадий Ильич искусство Енибе Бухтан, он уви Сунчандала. Он шау Сунчандала пожертил, мужи юратове сабуносе. Нас паянтин курат. Мен пайфолна тәрәтмелі шана. Ана бұл мәлі комал урлы улуштараш деземар. Мәлі ана туйза тыткына естезе бұл
Вищер шур, хотбур пейзажа, вищер шур ат, вищер шур буши, денгларата адос керникайда, она сирза подрезерга, а хоть даже гнаш мар. Вот вся небе, подревел Федор Кстападер Каларя. Когда каламар был мара, каламар был марди, Каларя. Небе Геннадий Чанду Маргарите мира. Чай небе Швейцарская Калибрада небе, она художников наша Геннадий Вот там у них два. Одни чувашские художники, чувашские художники, там и русские. Выставка перевод темный шунза мандумаре, либо я лайкистере Геннадий, а для коня учаря Чуне, Зубского Чуне, Пуханза, Турза, Савунар, Вериши Каларом. Либо Алексей Александрович Кузя, гуманитарный институт, Павлова, докторы, Толик Сем, университет Синген, Керемзем Кударапор, Ебер Алексей Александрович Видашин, Чанахта, Улора, Пельзе, Луца, Майгун, Майгун, Чуне, Геннадий Ильич, Калидер, Келиген, Ларсбург, Иде, Самбург, Ебер Кударапор, Идем с Ракаясиде, Карасы на Польше, Роман, Сагар, Катумар. Ебер Подак, Геннадий Ильич, Уннесе Сидет, Виден Умай, Калала Болотон, Ебер Барбарин, Ушинде, Семьин, Ушинде, Забонос, Улясной Сидет, Вадим Поддержит рапорт, Ебер Уиздет, Ебер страницы всегда Поддержит Болотон. Калабор, Паян Алей Миребер, отечественный борьбу Бирки Геннадий Ильич, Япония борьбу Чунесиен, Танки исполнил, Чау Мелли Ирти Буддизидеман, Тарзан, Либер Азайти, Монакала Забашминтен, Тракта, Понееван Бюром Кадакинга, Мелли, но Мелли у нас Буддизине, Бурна Медуман, Виде Катко Сябала. Чамбада Синвол, Паян Нигамда Каламария, она бумажный Бәлмешеде Геннадий Ильич Теренмелле Соводергизе. Они еберле Теренмелле Соводергизе. Бол она Иремдекшен сирмас болана. Гена Илет бол сират бол Чун Тавалза болна бога требуем себе сират. Газин шудет демлен ма булмазанда, а дяхта сонары бе балах бол Чуна yerдеген у нас бәрі ергизем. Бұл юратны поедиземде ол шеспен миши и Мита. Олана Чадаймар, Кундяди Беш, Югуне, Парисова Каламадр. Вот перед Умра, Еберджаната Николай Прокофьевич Каларя. Мы его еще только начинаем узнавать. Это действительно многогранный понимание искусства, поэзии и изобразительного искусства. Через него я понял творчество Анатолия Митова, его переживания и высказывания и так далее. То есть перед нами на самом деле это человек, универсальный человек, через которого мы можем очень много узнать из прошедшего, как в свое время, в сталинское время, как это рядом живущие Геннадий Ильичем спекулировали через того, что кто-то слишком любит русский язык. Это мы инженеры, я сам слышал. Что-то сказать. Это значит, это мы всегда стараемся быть корректными. Все, поздравляю для вас. Я
Человек говорит без глагола. Сейчас. Onu Морзем. И чим алдана gelmeyecek. Юрий. Ты не будешь калдываш. 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 Понятно. Я понимаю, Манжын бала birinci başı Varanasi'de Çuvaş parçalıklığı, Çuvaş nasyonalizmi diye geldi, nasyonalizmi журналом, Çuvaş Dünya, Çuvaş Mana jarında da manamız birinci, mijindizes Türkiye'deki Çuvaş nasyonalizmi diye Türkiye'li sivilizasyon Çuvaş halklığı, niyetsi burası, politika, prava, pedagogike, akşamında ünyer, şadir yuzabı. Şadir yuzabı. Yıllar şey gider var, şokanlı Şadir yuzabı. Hep şu lapta şakında, müncedem şakında şüremi yurada, müncedesini hep bir yapılına şakında alınlar. В общем, фильм такой сейчас очень убедительный. Dünyarçızım, ügedegenizim, творчество жигыннышинзем бире, Чуваш халах не адаланма, шавдери пызыкта, шавдерлет эбір онтек онланзай мелле мар нигіз туза базаварасы. Ondan aşağıya, ondan aşağıya şahsen nigizim, хоние варле шавдерле пыздык нигіз, шав нигіз шинзе бирин, пиринбек шинзен, да урхларак сыбыр шинзен, шавда чуваш халахлыгын, чуваш патшалыклыгын, и чуваш монашлыгын, чувашын пуласлыгын, шурт не тузлартмалы. Нигіз не бізем көбаганзен, а шурт не дабаган бізем, чынақта чуваш халығы түнде шайын не болды, тенте шайын не тоқтан дезе, бірін жайы балласа думалы. Тебір ғұт мәжәндесін бұрбірек шағында бұнда лекция боламалы баламар, фуржет де балла, тебір қылашын пиде бұзықтап зере, мәжәндесін езір шав дері бұзығы жертавады. Тауды вашын жағында мәлбірек художниксен езір шав дері бұзығы іштівадыр, чеваш халықлығы жын, чеваш нация жын, чеваш халық пуласылығы жын. Мәжән өмбірге бір некшанда екелемес бірде. И манжет бала шеу құқтырақ берін жағында шам негіз жетарзай, хамырын халықын, мәне ғаспайт, хамырын халықлығын, чевашлығын тапқырын, чевашлығын шене тапқырде, шавдырлы хывалан уштазаймалы дәктөрдә. Межедән сагында хываклы сагында хымны нигез ул сәбек тума перекисте. Тавзире борнеде. Тавзире телевизион. Лайфибе. Өмірліге замахран бердек кемшіндене сәбек читмеян малар. Таргашын бірле кардарса келді бір-біріне бұл шашқа болмала болды. Тавзире. Davzere burada ne? Лишь подарок гибелки нумай. Калаш ремарбаян. Кунда калашма будет биде нумай. Ну а жакта вол каларса дратна кунда экспозицияда ишсем хоземех калашы. Милле вол юнержебе. Ну я баян уннан пулдарлык изинден калашын мар. Мен же сем биде нумай калаш, калан. Бана биде кележет волжин. Волжин кележет шамба. Мелле калашаталны, мелле таллевлартны, никсанда она нимле жолдаркая балада. Улдавлы самакта вол шул жинден бірза ярайман. И яраймаста. Шамек шанжыклы жинзем. Бирен. Аслы уруры шамек шанжыклы жинзем. Бире бірінші бұны. Вол бире вайховат барза малла. Чавашлыға упраза. Малла пурынма. Хистезедер. Геннадий Ильич, еп ялнах, сире бұқса хама денесіре қарабызем, еп денесіре қарабызем іште жүрен жоқ, маяға жырас. Вот Шамбек, шауышын пиде кебірдеді. И пиде бұзыттау, зылық бұлды. Тада бире нумай, вағат құши, жол қадар сабым Алла бұлды. Дау зире.
Евгений Петрович, земляк из родной деревни. Агел, посмотрите. Нет. Я не из родной деревни. По-деревски. Да, вы, друзья, я не задержу ваше внимание, недолго, значит, скажу о том, что, наверное, то, что вы сегодня смотрели, картина, процентов 30, это Кугейси Бодирякова, так ведь? Я представитель деревни Бодирякова, это моя родина. Да, я счастлив, действительно счастлив тем, что наша деревня отображена художественно. Я, конечно, не специалист в этой области, в искусстве и так далее, но то, что сделал Геннадий Ильич для нашей деревни, я говорю от всех жителей и Кугейси, и Бодирякова, это бесценно, бесценно. То, что наша деревня была объектом и отражением чувашского мира. Кстати, наша деревня очень древняя, Бодирякова, ей не менее 500 лет. Не менее 500 лет, потому что предания, Иван Грозный и так далее. Геннадий Ильич, я его... ну, это, как посмотришь картину, мое детство, потому что Геннадий Ильич всегда был... Мы его видели, он там рисует. Постоянно. Мы говорили, вот, Исаев там, все, хорошо. Gеннадий Ильич, сирет там, перенял изучение. Если видя Лайфшин, Gеннадий Ильич. Юрий. Там сирет. Это смак оркштак. Вот шағында бүгін десем, ама балағансем, ебі каштене хамран бірер подарок қараш. Вот суласир плачай майбей сразу пархарасмар майбей кашни ханивали сюда заедер манашинчай. Выставка хубнителя. Это во время закрытия только. Придете на закрытие, только тогда. Помнили о вас ваши дети. Аплодируем, да, мамочкам? Аплодируем? Вы можете присесть.